Пари Спорт. Всем салам алейкум, народ. Скажем так, в эфире YouTube ваш любимый спортивный подкаст «Пари Спорт». Вы все просили, вы все ждали. Наконец мы их позвали. Народ, у нас сегодня здесь сидят два человека. Я вот прям регалии зачитаю, чтобы вы максимально поняли, насколько наш подкаст идет вверх. Итак, смотрите, внимательно. Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Искандар Джалилов. Аплодируйте там. И генеральный секретарь Федерации футбола Фуркат Ахмеджанов. Салам алейкум, братья мужчинские. Как вы? Как ваше настроение? Настроение замечательно. Давно не общались с болельщиками. Давно не давали интервью. Бай-бай. Заряженное интервью, да? Вы как? Это что мы всегда готовы, все ради футбола. Футбол объединяет. Футбол объединяет. Кстати, для искушенного нашего зрителя, я просто напомню, что Искандар один из первых наших гостей. Еще 3 года назад мы с вами собирались в студии, общались на очень интересные околофутбольные темы и спортивные. Так что сегодня тоже будем общаться. Все предельно просто. У нас есть ряд вопросов, и есть ряд вопросов от наших подписчиков. Соответственно, будем их задавать. Соответственно, от вас я ожидаю исключительно честные ответы. Я предоставляю вам выбор. Начнем отвечать на вопросы подписчиков или начнем отвечать на общие какие-то вопросы? Сначала лучше на болельщиков, потому что они слабые, они реально ждут. Отлично. Супер. Вот это нам и нужно было. Итак, наша постоянная рубрика «Вопросы от вас», то бишь от подписчиков. Поехали. Вопрос некий Сунакло задает нам. Кстати, очень интересный вопрос. Это, наверное, больше, да, по вашей части, товарищ Штандар. Говорит, почему в таджикском футболе, говорит, не развита покупка билетов на футбольные матчи, особенно абонементы на сезон от футбольных клубов? О, как! Хорошо зарядил вопрос-то. Ну, мы над этим работаем. Как мне есть информация, то что наш отдел маркетинга плотно в том году работал, пытался интегрировать именно в систему онлайн-покупки, на что еще наши болельщики, наши любители футбола, скажем, онлайн-покупками, то есть заинтересованы, они, к сожалению, приходят в последний день. Мы тоже хотим посчитать заранее, сколько у нас приблизительно народу придет на матч. Понимание, что вообще как мы растем. Но, к сожалению, тоже, может быть, если через этот подкаст получится передать донесение, что если они купят заранее, приходи, потому же стараемся подарки, шоу организуют. Но получается, в последний день прям собираются у ворот перед стадионом идти толпой за бой. Не только для федерации, но и для безопасности не очень хорошо. У меня то некоторые же болельщики, они же приходят с девушками, с детьми, дедушка, допустим, с внуком, с внучкой приходит. То есть тут надо немножко нам всем поработать, я думаю, будет, но я думал, мы на стадии. В общем, карсак адуторов мешат, как говорится, да? Вы стараетесь со своей стороны, федерация старается со своей стороны. Я еще бы хотел добавить самый важный момент, да, допустим, болельщики, ведь они могут много, чтобы про команды, почему команды Трампа не финансируются, не покупают игроков и все остальное. Я думаю, в первую очередь, первый болельщик, любитель своего клуба, любимого там именно национального спорта, он может небольшую инвестицию сделать хотя бы, мы как знаем сейчас 20, 50, 100 самонов, хотя бы купить. Ну, я столько кричу, столько ругаю свою команду и наоборот яро поддерживаю. Ну, почему им не жалко-то? 10, 20, 30 самонов давать бы. Столько людей в организационном процессе участвуют. Даже те же самые уборщицы, которые косишь болельщиков за сенечками, за бумагами, за водой убирая. Это же все очевидно, что это очевидно. Отметить работу клубов. Клубы должны работать со своими фанатами. Потому что мы, как Федерация футбола, не стараемся по менеджеру семинары по маркетингу, даже представители клубов. Поэтому клубы должны работать, запускать какие-то продукты, свои месседжи, официальные кичалты должны быть. Поэтому здесь работа клубов — это тоже какая неактивная часть меня с фанатов. А вот по вашему мнению сейчас какой из клубов больше вот в этом направлении прям работает, в направлении фанатской базы? 100%. Я бы еще, наверное, добавил ваш комплекс. Я знаю, что они тоже онлайн-билет продают. Я совершенно молодцы.
много проводит ивентов. Что сколько мы уже ездим на матчи, сколько мы побывали на матчах, мы одну тенденцию заметили. Это не только наше замечание, скажем так, это вообще все болельщики говорят, что вот у Истихлола нет преданных фанатов. Что вы скажете об этом? Такое мнение бытует, такое мнение есть в народе. И вот мне бы хотелось узнать вот, да, ваше мнение по этому поводу. Если в целом говорить, у нас, я ставлю вместо клубом Памир, сейчас у нас нет народного клуба. Чтобы коннектироваться с детьми, с женами, хотели на футбол. По-перше, только сборная. Хотел бы, чтобы клуб тоже какой-нибудь такой народный, чтобы все переживали, все ходили, там семейно, даже мы готовы организовывать семейные секторы для болельщиков. Но пока он нет. Вот это, кстати, хорошая идея, Family Sector. Ведь его пока нет. Мировой практики это есть. Я думаю, если вы это запустите, я думаю, какой-то прирост будет болельщиков. У нас, конечно, да, в Мархейс сейчас. На следующий год, думаю, да? Новый стадион будет, уже с этим никаких проблем нет. А что, если просто время матчей перенести, условно, не в 6, там, не в 7, а, допустим, в 9, в 10 ночи ставить, чтобы все освободились уже, да, спокойно уже пришли, отдохнули с семьей, там, поужинали, не знаю, собрались и приехали, посмотрели. И, по-моему, футболистам так будет проще. У меня есть ответ, Сауш. Так как-то мы об этом думали, тоже национальная сборная играла, было предложение в 9. Ну, в принципе, согласись, но вы не забывайте, опять же, про безопасность, сколько там человек оцепления, сколько человек на стадионе. И если они приходят футболисты за 2 часа 15 минут, то они приходят минимум за 4,5. И уезжают там же после матча, они после матча на час, на 2 позже. Если мы берем в 9, 2 часа матча, и они в час. А если он по безопасности, то он госслужащий. Ему утром надо в 5:30, опять в час вернется. Это мы берем, если еще те люди, которые в Душанбе живут, а есть те, которые дальше Душанбе живут. Ну, тоже вариант, кстати. Тоже вариант. Ну, тоже это учитываем. Федерация все это учитывает, исходя из этого, то если вы не думаете, мы сидим, мы только хорошие костюмчики одеваем, подъезжаем на матч, похлопали. И разошлись, да, такие, типа? Школа нет, все подсчитывают. Молодцы, завтра собрание, да? То есть самое важное, нам нужно найти золотую середину, чтобы и от работы не отвлекать болельщиков. В то же время, чтобы мы не слишком поздно домой пошли. Поэтому мы стараемся там 7-8. Ну, думаю, 8 будет прям идеально, да? Да, очень. Стадион центральный, он перенесся, писали из-за того, что гибрид. Некоторые, скажем, моменты, мы не могли, допустим, по АФК ФИФА участвовать на искусственном поле, из-за этого писали. А если же сейчас будет на центральном стадионе Душанбе, но уже можно ставить народ, отсюда можно выходить уже четко. Я думаю, как раз-таки ваше предложение может здесь быть сильно. Ну и, кстати, я думаю, вот очень хорошо сыграет фактор чего-то нового, чего-то действительно по стандартам Европы, красивый стадион. Следующий вопрос. Звучит следующим образом. Очень интересно, кстати, некая Марджона его задает. Когда приглашают иностранного тренера в сборную, ему кто-то подсказывает, каких игроков приглашать на тренировочные процессы и сборы, или он сам вправе выбирать? Кстати, очень интересный вопрос. Дело главного тренера именно в активную работу никто не лезет. Поэтому он главный, он называется главный. Мы своя команда. То есть собираются, обсуждают. А если это первый сбор, после его назначения, он берет список с последних сборов, идет, смотрит всегда игроков, приглашает расширить список, и оттуда уже делает свои какие-то замечания, свой выбор. То есть работу главного тренера именно в плане состава вообще не перенес. А в плане организации, конечно, мы отвечаем за это. То есть гостиница, питание, транспорт, логистика, это все мы, если какой-то касается именно по части организации, это мы и не виноваты. Ответственность на нас, так? Какой-то перелет сложный, с питанием правляюсь, днем не готов, и решишь, что это наш... А что касается состава, это уже... А как же тогда быть... Ну, давайте сейчас вот прям честно ответим народу. Потому что часто слышим такое в народе, вот среди болельщиков ходим, бродим, общаемся с людьми, и часто слышим такое мнение, что вот
грубо говоря, вот в сборную приглашают только через, как у нас любят говорить. Что мы на это можем сказать? Даже бывают такие моменты, когда мы сами не согласны с выбором тренера. Но он тренер, он за это отвечает. Он берет. Потому что я, по моему мнению лично, да, он пригласил какого-то игрока. Мне кажется, что этот игрок еще не готов играть за сборную или не готов именно на тот момент. Но я ничего не могу сказать. Потому что ответственность и результат я спрашиваю с того игрока. А именно с тренера, да? Просто как же быть тогда с моментом, что тренеры вроде в последние, по крайней мере, несколько лет меняются, а состав практически постоянно один и тот же. То есть, понятное дело же, что когда новый тренер приходит, у него же новый взгляд, новое видение. Он же не может посмотреть глазами предыдущего тренера на всех игроков. Он по-любому должен кого-то поменять. Но вроде тренеры меняются, а состав практически нет. Может, исходя из этого такое мнение возникает у народа? Я единственное могу добавить, это уже, как мы, можно сказать, с вами созваниваемся отчасти, я как адвокатом общаюсь, у тренера своя есть коммуникация, где у меня есть знакомые тренера, друзья и так далее. И он не то, что там у них спрашивает такой выбор, а может, внутренне есть какой-то разговор, они между собой делятся, это сообщество, какой-то комьюнити между собой. Мы это уже не знаем. Мы единственное, как отметила, мы думаем об организации максимально подвести футболистов в комфортной среде, чтобы он максимально на поле увидел хороший результат для нашей национальной сборной. Вот за это мы отвечаем. Получается, итогом мы можем прям гарантировать болельщикам, что на состав, на формирование, на выбор игроков федерация абсолютно никоим образом не влияет. Исключительно главный тренер. Все. Вы услышали? Tamam делегат нашего Хильтимовички, что хамаш через раз. Хорошо? Обнял, поднял. Едем дальше. Недавно на просторах интернета гремела новость, которую, кстати, Париматч, официальный аккаунт Париматч у себя опубликовал. И много официальных футбольных аккаунтов у себя опубликовали. Новость была такая. Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана. Теперь некий Зинхорнов задает вопрос, насколько новость о назначении Зидана на посту главного тренера сборной была правдива, как вы думаете? Вообще, вы же федерация, давайте расскажем. За федерация. Что? Это, конечно, неправда, потому что на контакт Зидана никто не посадил. Я сам, когда повещу, удивился. Но просто на тот момент, как бы, люди активно начали пользоваться этим искусственным интеллектом, вот GPT, и мне кажется, посредством именно вот этих программ, они решили, кто хайдался. Мне понравилось. Мне тоже очень понравилось. Я вообще, когда увидел на официальных аккаунтах, вот эти, на которых там лямами подписчиков, думаю, опа, хоть как-то о таджикском футболе узнали. Вот даже, по-моему, да. Служит. Да, все, абсолютно. Абсолютно. Я вообще ждал, что Федерация футбола Франции тоже у себя опубликует, но, по-моему, не опубликовали. Вот, как говорится, во всем нужно видеть позитив. Сам тоже у нас был свой позитив, когда много очень народу узнали о Таджикистане, о Таджикистане. Окей, в принципе, вы подтверждаете, что это фейк новость, но при этом она как-то положительно сыграла, да, свою роль. А насчет Зидана, я думаю, это сработало на фоне того, что как раз-таки тогда же вот менялся тренер, это как-то, да, плюс-минус как-то все это совпало. Так, некая Эльмира задает вопрос, кстати. Говорит, тут, будет ли приглашена какая-либо звезда футбола ко дню независимости Таджикистана в Душанбе? У нас такой пока информации нет, но мы знаем, что каждый день там проходят грандиозные, скажем, световое шоу и что готовят. Да, вижу. Даже если честно, если я даже знал, бы не сказал. А по-моему, да, это то, что Федерация футбола пока еще никак не обращался. То если, да, то мы в принципе готовы, чтобы вы контакт тоже соперили. Темните, мужики, чувствую, вижу в глазах, читаю эту бегущую строку, что вот есть, но не могу сказать, контракт не позволяет, не? Есть, да, кто-то? Давайте хотя бы вот чуть-чуть. Давайте вот чуть-чуть. Есть. Кто-то будет, ребят, кто-то будет. По-любому кто-то будет. Потому что, по-любому, я же, насколько, известно нам всем, смертным, да, как раз-таки ко дню независимости Таджикистана же открывается стадион, верно? Я более чем уверен, что там будет грандиознейшее шоу, прям феерить будет весь этот день, потому что, День независимости.
обязаны устраивать такое шоу. И вот было бы, конечно, классно увидеть какую-либо звезду мирового масштаба именно у нас здесь. Если опять-таки забегать вперед, так как мероприятие грандиозное, которое посвящено Дню независимости, оно же никак не связано с футболом. Но тем не менее, даже если звезды не будет, мы планируем в следующем году организовать какой-то большой товарищеский матч или товарищеский турнир уже в этом мероприятии. По-любому будет, да? Супер. А какова вероятность того, что вот два гоута мирового футбола все-таки приедут к нам? Ну, у нас уже стадион есть, международный солдат. Никаких. Тут уже у Роналду не будет, да, причины оказываться. А что если устроить матч ветеранов между, допустим, там, европейской какой-то сборной топовой и между сборными, ну, сборной СНГ? В Бишкеке, когда они организовали, открыли Академию Барселону, там была сборная Азии ветеранов, играла со сборной ветеранов Барселоны. Гуайма, их имел Пуйоль. Ну, что-то вроде этого можно здесь? Это в ближайшем будущем, насколько это вероятно? Вот можно хоть в следующем году на открытие можно тоже хорошая идея. В принципе, у нас официальная школа Академии Ювентуса есть, но через них уйти-то. Таки звезд Ювентуса собрать. Да, уже. Тот же Давидс, там, Зилян за них тоже играл. Yes, of course. Буфон. Ну, давайте организовывать. Давайте дадим людям хлеба и зрелищ, как говорится. Или в данном случае газона и мяча. Обеспечим людей, да? Так сказать, дадим старикам почувствовать молодость. Ехала. Все, вопросы от наших подписчиков завершились. И у нас теперь свои вопросы, которые мы подготовили. Наша редакция, да? Как бы это помпезно ни звучало, у нас есть редакция. И, значит, первый вопрос наш такой, очень интересный. Следующим образом он, значит, сформулирован. Недавно завершился чемпионат мира по футболу, в котором мы были свидетелями финала между Испанией и Аргентиной, а также матча открытия турнира. Вот расскажите о ваших впечатлениях от организации, за сколько... И вот это наша редакция. Вот таджика узбека, хлебом не корми, дай поинтересоваться, что за сколько куплено. Значит, за сколько обошлись билеты на финал? Или это было пригласительное со стороны ФИФА в сторону нашей, значит, Федерации футбола? Что касается цен, Вот, самое интересное, цен. вы в рамках программы ФИФА вы и не покупали эти билеты. Это практически это нормально, когда ФИФА каждый раз приглашает руководство каждой федерации, как член ФИФА, руководство приглашает если есть президента, генерального секретаря и суперпрезидента. Приглашают на матчи, мы... То есть, получается, даже не заморачивались. Это было официальное приглашение. Прекрасно анализ, как мы давно видим, это Америка, это, так сказать, родина коммерции, бизнесменов и миллионеров, миллиардеров, поэтому это естественно. Нам тоже было интересно посмотреть, как все происходит, но там-то горячие пирожки. Да, все просто не оставит. Если сравнивать матч открытия и финал, именно атмосфера, конечно, в первом матче, на матче открытия, мне кажется, было... Намного круче, да, было? Почему? Потому что Мексика сама, она футбольная страна, потом сама Мексика там играла, и там атмосфера была мощная, чисто футбольная сама. В городе, на стадионе, там, в отеле, везде футбол. Везде футбол. Круто. Там дух присутствовал. Знаете, почему? Можно третий дня мира проходить там. Вот вы же вживую это все смотрели, да, финал? Вживую. Мы тут смотрели, и единственный вопрос, который я задавал Бузургу на протяжении всего матча, это типа Аргентина издевается? Вот вы как думаете, это какой матч был? Потому что после уже того, как матч был сыгран, на следующий день пошли какие-то интересные теории о том, что Аргентину заставили проиграть. Как вот вы реально вот наблюдали, какая была энергетика у Аргентины? Они действительно просели? Или это действительно выглядело так, как будто бы им сказали: ребята, вот сейчас выходите, просто бегаете, просто обороняетесь? Потому что вроде никогда такого не было, чтобы тем более на финале, ни одной атаки за 90 минут. И если мое личное мнение такое, что всего чемпионата мира много таких нефутбольных новостей было, как Тащит Месси, там, тащит Аргентину. Типа, а сейчас что, да? Решили, да. Кажется, финал был, обе команды вышли с настроем стать чемпионом. Но Испания подготовилась к спуш, потому что там технические моменты были. Весь состав
Вот Делла Фуэнте, он тренировал почти весь состав, он тренировал, а там всю 19 и 17. Он, может, как мне вырос этим ребят, он знал каждого. Думаю, они анализировали игру. Для кого не секрет, что все равно Аргентина будет играть через Лионеля Месси. Да. Они его замахнули. Ни одного удара с после 90 минут. Видеть гол. Месси гол Аргентины. Почему? Потому что 70% болельщиков всего стадиона, это были аргентинцы, да, и хотелось увидеть это вживую, как они празднуют. Я был на матче Аргентина-Мексика в Катаре. Это была фантастика, там тоже Месси забил. Соответственно, тоже здесь пик, к сожалению. Ну, кстати, чем мы требуем от мужика 39 лет, да? Он и тут уже в конце попытался что-то порешать, и что-то начало проходить. Ну, если минут еще 10, если бы было, я думаю, он бы что-то придумал там на психозе своем, вот этом, который включается режим разрушителя, уничтожителя. Я не очень грамотный. В общем, ваше мнение, это все по чесноку. Это никого, это футбол. Это футбол, братья и сестры. Поэтому, болельщики Аргентины, не расстраивайтесь. Едем далее. Значит, а как насчет вот этой новости, что... Кстати, вот против ФИФА сейчас все бойкотируют. УЕФА, допустим, не приехали вообще на... Чеферин не приехал на финал. Все из-за того, что, по-моему, коммертизация идет, да? Коммертизация какая-то футбольная идет. Что-то кому-то продать хотят зачем-то права. Инфантино вообще полетел на этом денежном доходе, по-моему. Вот после этого же новость вышла, что к 30-му году 64 команды будет. Целых 64. И плюс 3 страны добавится, хозяйки. Вот если так будет на самом деле, у нас есть шанс попасть? Если вот расшириться до 64 сборов? Естественно, есть больше шанс попасть. Но, опять же, как будто бы воплощать, это все надо статистически подумать, потому что 3 стороны для нас тоже было, когда лица Федерации футбола получать визу, допустим, Канады, Америки и Мексики, да, говорит, тоже надо поработать без сколько болельщиков. А как вы говорите, если еще 3 было и 3 добавится 6, то там своя, везде своя безопасность, security и кассин сколько, что надо подсчитать, поэтому сложно вес. Сложно, но в любом случае, чем больше стран-участников, тем больше у нас шансов. Ну, математично. Но это сидели ждать и путевку, что нам отправят, и тоже неправильно. Поэтому, независимо от того, сколько путевок будет в следующем чемпионате мира, все равно нужно... Надо стараться, надо развиваться. То, что 64, мне кажется, маловероятно. Мало, да? Потому что, понимаете, здесь свои риски тоже есть. 64 это для таких развивающихся стран, как Таджикистан, это хорошо. Потому что у нас шанс появляется, но здесь нужно найти какую-то золотую середину, чтобы качество чемпионата мира тоже не упало. Когда 48 сделали, тоже, если читали новости, критики тоже много было, что такие страны, как Кабо-Верде, да, там, они уровень чемпионата мира из-за них может попасть. Ну, однако Кабо-Верде сыграли. Да, ничего такого не было, то есть чемпионат мира нашел на таком высоком уровне, но сразу после 48 дней 64, мне кажется, это тоже рано. Хотя бы там пару чемпионатов с этим форматом должен пойти. По-моему, вот все идет к тому, что чемпионат мира будет как сезон просто в регулярке в скором времени. И вот чемпионат мира, почему все его ждут, почему там на такой высокий рейтинг, потому что стран 211 членов FIFA, а играют всего 32. Всего 32 страны играли. Поэтому они сейчас связывают 64, мне кажется, официально заявлений, каких я нигде не видел, не было. Опять-таки, может быть, это желтая пресса. Что, но 64, по моему мнению, еще рано. еще рано. Пусть хотя бы 2-3 чемпионата с форматом 48 пойдет. И потом, дай бог дожить до этих времен, чтобы 2 раза еще увидеть чемпионат мира. Отлично. Так, ладно, теперь от мирового футбола вернемся к нашему родному отечественному футболу, который так горячо обсуждается болельщиками. В какой-то мере порицается даже болельщиками, да, порицают федерацию. Почему нет? Будем говорить открыто. Говорят, что, мол, типа, не справляемся, надо что-то менять, надо где-то как-то менять. Давайте про сборную поговорим. Вот они македонского специалиста Игоря Ангеловского, да, назначили. Вопрос, почему выбор пал на Ангеловского, это первый вопрос, да, и скажем так, пункт этого вопроса. По какому критерию вообще выбирается главный тренер для нашей сборной? Критерий, конечно, несколько. И когда мы рассматривали все варианты,
с коллегами, с руководством. Да. Выиграют они опыт очень большой на международной арене, и его и успехи есть. Сейчас можно Так, для Македонии. чемпионат Романии выиграл. Да, это вот. Ну, ничего себе. Это какой год был? Когда, Недавно. Ничего себе. А? когда изучали все кандидатов, то есть средняя масса решили, что справится. А почему такая вообще лихорадка пошла у нас со сменой тренера? Потому что до этого вот Горан Стыванович был, да? Вроде он задачу поставленную выполнил, вывел команду, а контракт не продолжили. Почему не продолжил? Ну, типа, он отказался. Это неправильная информация. Мы не договорились, потому что, может, у него ожидания были другие, у нас ожидания другие. У нас тоже есть свои требования. Мы стараемся, тем более, если тренер иностранец, он, в первую очередь, гость, да, стараемся уважительно относиться и все комфортные моменты, как бы, ему угодить. Но никто не отнимал, что у Федерации футбола есть свои задачи, свой бюджет, да, и мы должны обеспечивать не только взрослых, мы детские, всячески старались до последнего лежать и разговаривали с ним. Но, к сожалению, шли к какому-то, вот, скажем, пониманию, что дальше наши пути разойдутся на хорошем отношении. Мы где-то что-то поздравляем, думаем, каким-то событием. То есть это была часть раздельной работы до определенного времени, срок, который контракт истекал. Дальше просто, к сожалению, нам не по пути. А по поводу дальше Ангеловского, то есть если указ сказал другую часть, допустим, Федерации футбола, как мы выбирали, то я как бывший представитель футболистов, а часть ныне Федерации футбола, я старался максимально, то есть, с ним взаимодействовать, чтобы помочь быстрее, чтобы он включил, Адаптироваться, да, получается? абсолютно верно. И мы как раз с ним разговаривали, достаточно человек образованный, что мне понравилось, что дисциплина и требуется для на сегодняшний день, я думаю, это самое важное для нашей сборной, то есть дисциплина, самоотдача. Больше такой, да, военный подход, я так думаю. Просто дисциплина строгая. Пришел, ушел, сделал, отдался. Он буквально должен делать, да, мы немножко критические ситуации. У нас критической ситуации не было. У нас все нормально, да. Да, просто я имею в виду, немножко другой был подход, что мы видим, что результаты, в принципе, неплохие. Поэтому дальше работаем, и Федерация на данный момент выполнила свою задачу. Мы вышли на чемпионат Азии, и через полгода мы посмотрим, как действительно Ангеловский работает, и Федерация футбола правильно выпустила или нет. Но мы в это верим. Но если говорить о том, вот, что работа была прекращена, вот самый, наверное, такой наболевший среди болельщиков вопрос с Петром Сегартом, с Эйнштейном-то. Почему прекратили все-таки? Вот давайте по-честному. Вроде человек прям сделал то, что вот должен был сделать тренер. Вывел, о нас услышали, о нас узнали, о нас долгое время говорили, о том, что была игра красивая, классно играли, уверенно шли. Вот такая один из таких важных моментов. Для нас исторически. И сам тренер Его же болельщики прям как полюбили за его вот это вот бапеш, он прям с нами был, он душой. Но, опять-таки, после чемпионата Азии, когда мы все приехали, начали обсуждать, каждому тренеру после такой тяжелой работы, каждому человеку нужен какой-то вот перерыв, да, перерыв, и он решил провести перерыв вместе с семьей. Поэтому, у нас времени не было, то есть нам надо было сразу готовиться на квалификацию. У нас была игра официально. Поэтому мы как бы обоюдно дали Олеж Парушева, как он же пройдет время с семьей, и ждать, что нас расходится. Жалко. Ну, как я услышал, Она как бы когда Кошташу отметил, ни с кем из тренеров у нас на плохой ноте никогда не совсем общаются. Все окей, все хорошо. Наша федерация дружелюбная, как и наша нация. Так и наша страна, да, как наш народ. Отлично, супер. Это вот что-то по типу... мы когда общались с Голой Трас, с его ассистентом, который потом возглавили, ну, он сказал то, что психологически, то есть он отдал эмоции и энергетику свою, он говорит, ему пауза, он вот так объяснял, поэтому я говорю, что вы удивитесь, почему, потому что он не продолжил, он
говорят, ну, у меня эмоций уже нет, я все выдал. Выгорел, да, получается, человек? Да, мне, говорят, нужна пауза. То есть такой совсем простой ответ, что вы удивитесь, да, но на самом деле так и было. Звучит достаточно, кстати, правдоподобно. Очень даже, потому что он действительно прям, да, мы договорились говорить правду, но детектора лжи у меня нет, я не знаю. Звучит правдоподобно. Чувствуется, давно работаете в сфере. Отлично, ладно. С годами, как бы, Федерация футбола, вы видите, подбирает разных тренеров, и от них, я думаю, хорошая школа у нас прививается, и мы можем уже знать, что у нас не однотипные тренера, и мы уже знаем, как работать, что как вел. Хороший опыт, да. Я думаю, что вот как раз-таки опыт с дядей Петром Сегертом показывает очень эмпатичную часть нашего народа, в принципе, наших ребят, что им очень важно, когда тренер их не просто готовит, а вот он душой с ними, да, чисто вот заряжает их эмоциями. Что они знают, что если они сейчас, даже если что-то не так сделают, залетят в раздевалку, он их не будет винить, он их, наоборот, будет поддерживать. Да, чувство защищенности, и думаю, за счет этого мы и показали такой хороший результат, наши пацаны. И бились они не только за страну прежде всего, но и за то, чтобы тренер ими гордился, это было видно. Ну, вот. Интересно, Ангеловский у него такой же подход, или у него более такой вот отеческо строгий подход? Ошибся, получил по шагу. Очень мало еще у нас времени было. Он тоже такой эмоциональный? В раздевалке именно мы еще не прочувствовали, но сейчас с ребятами поговорили. В следующем сентябре вот уже игра, нет? Чемпионат сейчас идет, он продолжается, поэтому сейчас ребята в такой форме. Есть, да, у них накатка вот эта физическая? Знаете, основная главная задача каждого тренера, который тренирует в клубе, так, в сборной тоже, но в основном клубе, чтобы на самом высоком уровне футболист был не в начале сезона, а в середине. То есть он идет, в середину убежал в стопе, и уже там дальше пойдет именно на этом уровне. Поэтому сейчас у нас вот первый круг закончился, и я считаю, что сейчас ребята, каждый блок на хороший ходит. Как говорится, на ногах. Да, хорошая кондиция, это все зависит же от чемпионата, какой у него игровая практика, как он себя чувствует, и сейчас ментально, все зависит от этого. А насколько мы можем оценить шансы победы? Можем победить? Да, Азербайджан. но за счет того, что какие-то волевые качества мы можем обыграть. Да, это первый у нас экспириенс. То есть пока сложно что-то сказать, да? Вот сейчас посмотрим, это новый коллектив, новые ребята, тогда поколение было другое, поэтому я сейчас после чемпионата Азии, особенно 2023, который они прочувствовали, сейчас по-другому мы можем даже думать, да, не то, что мы раньше мечтали, а сейчас мы можем говорить, что мы можем. Раньше мечтали попасть, сейчас мечтаем уже выиграть. Уже даже не мечтаем, а ставим цель выиграть, да? Вот, в принципе, я вот замечаю, сколько слежу, мало взаимодействия товарников, скажем, да, товарищеских матчей с европейскими командами. А в чем причина? Они не хотят с нами играть или мы не можем их в свободное время достать? Дело не в этом. У каждой конфедерации свой график, и FIFA очень плотный график. Не играет в линии нации. Поэтому каждый раз, когда мы делаем запросы, мы обсуждаем, как практически вот эти не FIFA, они заполнены вот этим офицер. В Азии, то есть мы уже в каждой федерации знаем, если мы, когда вопрос, или как команда, не знаем, с кем они играют, когда они играют, во сколько играют, как бы внутри конфедерации найти команду соперника легче. А с другой конфедерацией именно вот эти вопросы. И Европа маленькая, они между собой часто гравитете, они быстро договариваются, да и они привыкли к этому темпу бешеному, который даже не чемпионатам выставляют. А у нас еще по-другому все. Здесь не только речь о логистике. Логистика тоже. Но не хотим, чтобы наши популисты через 2-3 летели, потом на игру. Сейчас. Тоже не хотят этого. Ну, в общем, проблема того... Тем не менее, мы всегда заинтересованы в том, чтобы приглашать в Таджикистан именно сильных соперников. Было бы круто. То есть, да, это в пользу и футболистам, и для болельщиков тоже интересно. И вспомните, вот, когда проходил чемпионат мира футбол в Ташкенте 2 года назад, нам приезжали сборная Нидерландов и сборная Испании. То есть, когда они на меня вышли, сначала, сейчас я вообще верил, что сборная Испании чип доверия, они тоже соперники.
Но, тем не менее, смотрели Фликиш, не организовались лиги в Таджикистане. Вот, когда я начинал карьеру в футболе, я в мечтах даже не было, что Испания, сборная Испания приедет в Таджикистан и сыграется за них. Но получилось. Супер. Значит, все-таки дело не в том, хотят они с нами или нет. Дело в календаре, в графике, в логистике. Это чисто нормальные такие рабочие моменты, скажем так. Того, что вы смогли организовать вот со сборной Испании, с чемпионами мира, товарищеский матч. Отвечая, я бы все дела свои бросил бы. Вот с утра бы торчал на стадионе, просто смотрел бы этот матч с максимальным наслаждением, как и все наши болельщики, я более чем уверен в этом. И, кстати, если говорить про нашу сборную, про то, насколько она сильна или не сильна, сейчас в мировой практике очень часто используется натурализация игроков. У нас с этим как дела обстоят? Натурализуем ли мы кого-либо в ближайшем будущем, как, допустим, Олега Бакова? Ну, Или у нас нет такого? чуть по законодательству надо посмотреть, как на это мы сделать. Во вторую очередь, это те ребята, которые в мои годы поехали в Россию, там было много, допустим, таджиков, которые в российских школах, учатся, отношения немножко другие. Сейчас, я думаю, сложнее стало искать, потому что многие или слишком рано уехали, или вообще не родились в Таджикистане, а их родители заранее еще 10-15 лет там живут. То есть вот эту зацепку найти и прорабатывать очень сложно. В этом плане у нас технический директор старается, И да, тут дает несколько лет. В первую очередь, конечно, приоритет Федерации футбола заключается в том, чтобы именно свои Наши ребята, да, что да, было, конечно. То есть массовая натурализация, она ни к чему, я считаю, это был хорошим не приведет, но я говорю, у меня истории есть, практики есть, я думаю, дальше. Вот тоже будет, опять-таки, это рабочий процесс. Это в каждой федерации, каждой стране есть. То есть наши ребята, есть наши партнеры, есть агенты, которые они уже эту практику знают. Где-то, когда какой-то игрок появляется, сказать, наверное, таджикский видите, выходят на него, да, с шазой? сам на нас, когда на них выходит, и уже начинаем с ними вести переговоры по коммуникации, потому что здесь, опять-таки, натурализация, если у него там отец или только родился, то есть этого недостаточно. Бывает, что он уже несколько игр сыграл за другую сборную. Когда уже вы через FIFA, если так дает набор, все пацаны тоже есть. сейчас уже стало гораздо проще говорить с футболистом, который должен быть игроком Таджикистана, потому что мы уже в чемпионате Азии. Вот, кстати, вот насчет агентов, вот сейчас вот я буквально у меня в голове вот это вот промелькнуло. Вот у нас был Гоша недавно на подкасте, да? Вот мы с ним говорили о том, почему вот наши ребята, не расползаются по свету, по другим каким-то клубам зарубежным. И он сказал, что за нашим чемпионатом практически не следят. Не то чтобы не следят, а очень мало внимания со стороны иностранных агентов к нашему чемпионату. Почему? В чем наша проблема? Почему за нами не следят? Не верят в наших игроков? Или у нас действительно такой низкий уровень по отношению к другим? Здесь много фактов. У нас недостаточно такого высокого уровня находится чемпионат. И, опять-таки, если сравнивать с Узбекистаном, там тоже ребята начали уже селекционеры заходить агенты после Псала. То есть он выстрелил, и уже потом они начали окно уже Европы, так сказать. Прорублено, да? Поэтому у нас тоже есть ребята молодые, которые играют в Европе на таком большом уровне, конечно. Но тем не менее тоже, когда я сами работаю с компаниями, которые дают некостатические данные, потому что это тоже важно. Чтобы агента привлекать. Но есть какая-нибудь надежда, что в скором времени мы поднимем уровень нашего чемпионата? Сложно, потому что и они, то есть клубы, которые хотят выкупить, они большую характеристику понимают, они ему платят, они зарплату дают, они ему, скажем, вид на жительство, то есть временную визу делают, то есть. И понимаю, надо иметь, что футболист, наш таджик, поедет туда, будет уважать их культуру, знать язык или хотя бы на английском. И как бы он вообще обнесется внутри раздевалки с коллективом, потому что здесь у нас проще. Он может быть здесь лидером, а вот пройти там эту конкуренцию не каждый может. Мы многих знаем, которые уехали, допустим,
полгода поиграли, и опять Леброн. Не выдержали, да, вот это вот? Но дальше я бы хотел, чтобы дальше было. Вот, допустим, Париж Мабак, хороший плюс, уже много лет играет там. Есть хороший пример Зоир Джурабаев, да. Есть и другие. Шарон сам из пару лет делал. То есть есть такие моменты, которые мы можем делать. А есть моменты, которые мы говорим, они вернулись. Здесь говорили, что мы сейчас все поедем до компетиции. Поэтому от этого тоже зависит. И агенты тоже на это смотрят. Вам прошло. Ну, там по-любому между агентами есть, да, какая-то связь, и они передают друг другу, да? Риски они не хотят. Агент, он минимализирует риск, потому что ему нужно дальше свое имя продавать, и его игроков даже могут без просмотра одним звонком Взять, просто взять. Да, Так сказать, на честном слове. да, это его рекомендация, а он уже со статусом один. Ага, супер. То есть ты мне видишь, он талантливый, и все берет. Но дальше праздно, скажем так. И я думал в этом плане, то, что наши клип будут же сами футболисты Естественно. сделать что-то здесь. Поэтому, товарищи футболисты, вы услышали опытных товарищей, работайте над собой. Я вот Гош тоже сказал, брат, работай над своей медийкой. Говорю, не жалей, не жалей. Найми какого-нибудь рилсмейкера, снимай свои тренировки, закидывай, потому что реально по медиа мы хромаем. Очень сильно хромаем. И вот как, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы именно в медиа плане, скажем так, наш чемпионат вырос? Может, нужно привлекать блогеров, но тех, кто разбирается в футболе, они просто приходят на игры сборной, тупо посмотреть и уходят. При всем моем уважении, коллеги, я никого конкретно не выделяю, я в общем говорю. Ты сейчас натянуться на меня? Как вы вначале говорили, то есть шубы тоже должны работать. Вот я об этом и говорю. Что мы можем сделать, допустим, мы что можем сделать, вы что можете сделать? Мы как-то коллаборации, что-то должны же сделать, чтобы поднять уровень медиа именно. Потому что мы с медиа стороны можем как-то помочь. Если говорить именно работу федерации с блогерами, ну, в принципе, открыты к любым предложениям. Если есть какие-то идеи, читают, обращаются к ну, в первую очередь, мы сами в этом заинтересованы, чтобы узнали наш бренд, узнали о нашем футболе, о футболе Казахстана. В принципе, готовы. В принципе, готов дальше. Прям готово. А по поводу игроков вы абсолютно правильно отметили, то есть они нужны, и он должен следить. И вообще футболист, он должен правильно понимать, что он в первую очередь спортсмен, да, то есть вы если говорите про то, что он должен свой контент вести, я с вами полностью согласен, то есть какое у него питание, как он просыпается, да, он вообще ведет образ своей жизни, да, то есть мы должны давать пример хороших футболистов. Плюс он же не надо забывать про рекламу, про коммерцию, да, то есть он опять же может где-то стать лицом бренда какого-то. Честно. Я тоже этого желаю, чтобы наших футболистов больше было таких, и они были узнаваемы. Даже нам, как Федерация футбола, мог бы партнер, спонсор подойти и сказать, я хочу вот этого футболиста, чтобы он был моим лицом брендом, мы готовы поддержать Федерацию футбола так-то, так-то. Конечно, нам было бы всем проще. И как они, тренажерный зал был. То есть и самое главное, важное донесение было бы, чтобы дети последовали за хорошим примером. За хорошим примером профессионализм, самоотдача и работа над собой. Ну вот. Я думаю, что вообще можно будет проводить какие-то, как вот тут семинары же проводили, да? Можно будет почаще их проводить, конкретно касаемо вот с каждой командой, там, не знаю, приглашать блогеров, которые бы рассказали плюсы именно ведения медиа-контента, потому что блогер-то, понятно, понятие обобщенное, сильно обобщенное. Блогер — это, по сути, корреспондент. Он просто транслирует что-то свое в этот мир своим подписчикам. Я думаю, что было бы прикольно организовать какие-то такие вот семинары именно для игроков, для управления клуба. Объяснить им, в чем плюсы, если они будут это вести, почему это нужно вести. Ну, я лично за, чтобы мы поднимались, и наши футболисты тоже. Ну, это, понимаете, мы можем стараться это делать, но иногда просто сложно переговаривать с нашими футболистами, потому что не каждый идет навстречу, и не каждый понимает. Он, потому что сегодня на коне, он сегодня получает стабильную заработную плату. Зачем? Иногда же бывает, даже мы сами страдали из-за того, что его просим прийти вовремя, сфотографироваться в экипировке национальной сборной или еще что-то, чтобы мы завтра могли на публикацию перед матчем выставить, или когда он запивает. Это тоже бывает сложно.
Поэтому я опять же говорю про дисциплину, и чтобы он вел, это сложно было. Мы просим. Это надо, чтобы обоюдно было. Мгм. Поэтому давайте, футболисты, если вы нас смотрите, а вы нас смотрите, давайте обоюдно как-то идти к развитию вашей медиа-части. Ну и последний вопрос, финальный, да, за финалем, так сказать, а тоже очень интересный. Кстати, народный вопрос, я бы даже сказал, да? Вот фанаты интересуются, да? В будущем будет ли играть футбольный клуб с региона Бадахшан в высшем дивизионе? И будут ли там проходить матчи? Вот что нам интересно. Я, так как правильно, в начале года я ездил в Бадахшан, ведь через представителей какой-то области в сфере отчисления по футболу, они готовы, увидев, что второй лиге они растут. Они на финальной части до перехода в первую лигу старались все возможное сделать, чтобы перейти. Мы готовы поддержать их. Осталось немного. Мы также попросили медиалигу отправить минимальный такой сборную, чтобы они приехали, освещали футбол, наоборот. То есть мы хотим, чтобы в каждом регионе был футбол. Ребенок, не то, чтобы был, каждый ребенок почувствовал, что он может попасть в большой футбол и приехать в столицу. Супер. Да, и зависит от региона этого Бадахшана, Хохлона и Капсу, что, конечно, не знаю, что все играют. Но все-таки есть свои критерии. Мы будем ждать. Мы будем вот со всеми болельщиками ждать, когда этот регион тоже будет у нас в высшей лиге. Да, мы будем и туда тоже ездить, потому что что? Правильно, съездить куда-то — это наше все. Это мы любим, это мы хотим, это мы ждем. Наши двери открыты. Все, будем ждать Бадахшан, ждем высшей лиги футбольной Таджикистана в очень-очень скором времени. Что ж, братья, товарищи, коллеги, мы же с вами все-таки коллеги, да? Вы что же теперь интервью даете, тоже медийные люди? Слушайте, классные вы товарищи. Я прям прочувствовал, что вы честно отвечали. Кроме вопроса, конечно, на который так и не получил честный ответ, будет ли какая-либо звезда, вот, ко Дню независимости, да, но в принципе, все было честно, все было классно. Уважаемые товарищи подписчики, как вы думаете, были ли честные ответы или нет? Вам в комментарии, как говорится, дорога открыта. Пишите, согласны ли вы с мнениями товарищей, которые работают непосредственно в Федерации, значит, футбола Республики Таджикистан. И, братья, очень рад, что вы пришли, очень рад, что мы вот с вами через сколько-то времени опять сели за этот стол переговоров, тоже, да, в первый раз сидим, но интересный собеседник, еще посидим, вот, в неформальной обстановке тоже. Обсудим, как мы можем с вами взаимодействовать и развивать наш отечественный футбол. Ну и в конце у нас такая вот есть традиция, вы ее помните, какое-то напутственное слово сказать тем, кто нас смотрит, потому что, возможно, среди наших зрителей есть будущая звезда футбола. Ну, я так сказал, хотел поблагодарить всех болельщиков футбола, потому что они нас мотивируют. Я вот смотрю, независимо от погоды, есть болельщик, который ходит, а точно не разница. Ну, футбол такая вещь, она коллегиальная. Ее должны развивать тоже все вместе. Надеемся на вашу поддержку, на вашу помощь через какие-то идеи, какие-то предложения, пожалуйста. Вместе развиваем отечественный футбол. Вот он, настоящий слоган для нашего народа. Постараюсь коротко, получится, наверное. Я бы хотел в первую очередь поздравить от лица Федерации футбола всех наших граждан, всех наших жильцов, наступающим, уже скажем, юбилеем, который грандиозный стадион для вас открывается в первую очередь непосредственно от нашей лидера нации, уважаемого Мира Рахмона и нашего уважаемого президента Федерации футбола Сайма Вавига. Это подарок для нашей страны. Однозначно. Плюс наших болельщиков еще больше было, что вы почувствовали атмосферу настоящего футбола, все для вас сделано, а мы еще добавок в качестве Федерации футбола мы будем всячески стараться, чтобы у нас были позитивные результаты и много побед. Так что приходите, поддержите нас на футбольных матчах на новой арене H. Народ, спорт — это вещь коллективная. Болельщики дают мотивацию. Футболисты дают результат.
так же, как и любой другой спортсмен. Народ, с вами был ваш любимый спортивный подкаст «Парис Спорт». Смотрите нас, подписывайтесь на нас, подписывайтесь, чтобы не пропустить вот такие вот интересные беседы с очень интересными гостями. Оставляйте комментарии, жмите колокольчик, и всем до скорого. С вами был Умит Абдулаев, Бузург, за кадром Фархот, Умет, тоже ребята. Теперь у нас большая команда. Ну и наши гости Аки Искандар, Аки Фурхат. Все, всем пока. Пари Спорт.